Слаще всех других сладостей, самое благоприятное из всех благоприятных вещей, самое чистое из всего, что очищает, святое имя Шри Хари, единственная реальность. Вся материальная вселенная, от Брахмы до пучка травы, является порождением иллюзорной энергии Верховного Господа. Я вновь и вновь утверждаю, что лишь святое имя Шри Хари, единственная реальность. Та личность является нашим духовным учителем, отцом, матерью и другом, который учит нас всегда помнить о том, что святое имя Шри Хари — единственная реальность. Никто не знает, когда сделать свой последний вздох, который внезапно разрушит все его материальные планы. Поэтому мудрые с самого детства всегда поют святое имя Шри Хари, ибо оно есть единственная реальность. Господь Хари вечно пребывает там, где великие души с чистой преданностью поют святое имя, которое является единственной реальностью. Увы, как печально, как прискорбно. Это гораздо мучительнее, чем любое другое страдание, так как люди забыли о драгоценном камне имени Господа, ошибочно приняв его за обычный кусок стекла, хотя святое имя Шри Хари — единственная реальность. Нужно снова и снова слушать святое имя, повторять его вновь и вновь, и всегда петь святое имя Шри Хари, ибо оно есть единственная реальность. Целая Вселенная кажется незначительной травинкой в сравнении с ним. Оно властвует над всем и исполнено вечного божественного знания и блаженства. Самое чистое святое имя Шри Хари — единственная реальность. Om Agyantamandasya Gyananjana Shavakaya Chakshurmritam Dila Tasma Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manupristam Sthapitam Yena Bhutale Swayambhupakadamayam Tadati Swapadantikam Namo Vishnudara Vishnudasa Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gopalapachayane Shishashunivari Vashatari Panchakapatu Yasha Kripasindhuvedacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Bhagavad Gita Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. So welcome everybody to our last session of the discussion about deepening our relationship with the Holy Name. Я приветствую всех вас на нашей последней встрече, посвященной обсуждению углубления наших взаимоотношений со святым именем Господа. So first of all, since it is our last session today, actually you can keep this song sheet. You can get one afterwards. И поскольку это наша последняя встреча, то после встречи вы сможете подойти, кому нужны вот эти вот тексты этого баджана, вы можете их себе взять. You can take it home. I have more of them. У меня еще есть. Also, since it is our last session today, I want to give you something little holy from Bangladesh afterwards, at the end. И поскольку это опять-таки наша последняя встреча, то у меня есть для вас небольшое такое вот кое-что. Это прямо из Бангладеша. I brought something little for you. Это вот здесь баночки для вас, и после лекции это можно будет получить. And to complete the loving exchange, I want to give you something. И чтобы сделать любовный взаимообмен законченным, полным, я угощу вас. So don't run off before we finish. Поэтому не убегайте до окончания лекции. Yes. So we have been trying to pretty
systematically discuss aspects about our relationship with the Holy Name. То есть мы с вами попытались систематически рассмотреть различные аспекты наших взаимоотношений со Святым Именем. Yes, we started first of all establishing the importance of chanting in the first session. Мы начали с того, что на первой встрече говорили о важности воспевания. And making it clear that we are not making enough endeavor to get on deeper levels of chanting. И мы очень ясно, четко доказывали, что мы с вами прилагаем недостаточные усилия для того, чтобы погрузиться на большую глубину воспевания. And then we were discussing the disease of inattentiveness. Мы с вами после этого обсуждали болезнь невнимательности. Yes, inattentiveness on the level of the body, mind and heart. И невнимательность может быть на уровне тела, ума и сердца. Yes. And then we were discussing more aspects, how to make the chanting of the Holy Name heart deep. И затем мы с вами обсуждали различные аспекты того, как сделать так, чтобы воспевание Святого Имени происходило на уровне сердца. Yeah, so you can see the discussion is systematically going, deeper and deeper, boiling down, То есть, как вы можете видеть, наше обсуждение, оно систематично, и оно систематически опускается на все большую и большую глубину, выпаривая эту тему. Yes, and yesterday was a very important topic, the importance of chanting the Holy Name with the awareness of a personal relationship. И вчера мы с вами обсуждали очень важную тему. Эта тема была воспевание Святого Имени с пониманием того, что нас с Кришной связывают личные взаимоотношения. That actually only when we chant, according to Harinam Chintamani, only when we chant the Holy Name with that desire of wanting to establish this personal relationship, only then we are actually chanting the Holy Name. И в соответствии с Харинамом Чинтамани мы лишь в том случае воспеваем Святое Имя, если мы воспеваем его с желанием утвердить наши личные отношения. Yes, and we were saying that in Mayavadis also chant the Holy Name sometimes. Так мы говорили, что майявади тоже иногда воспевают Святое Имя. But they don't chant the Holy Name at all with that intention of wanting to connect with its Supreme Person. Но в их воспевании вовсе нет этого даже желания утвердить, установить свои отношения с Верховной Личностью. And we were saying that we all more or less also carry a little Mayavadi there in our heart. И поэтому мы говорили, что все мы в той или иной степени несем в своем сердце немножко майявади. Yes, and sometimes we chant the Holy Name and completely leave Krishna as a person out of the whole picture. И зачастую мы повторяем Святое Имя, и при этом Кришна, как личность, остается вообще за рамками нашего воспевания. Yes, and we were saying how actually Kirtan is like the all-sublime, perfect love song. И мы также говорили, что Киртан, он подобен такой возвышенной, чистой и совершенной любовной песне. Yes, where we call out to Krishna, Krishna, I want to learn how to love you. Которую мы называем Кришной, говоря, Кришна, я хочу научиться любить тебя. So now, of course, we have to be very careful that we don't get sentimental and emotional. И вот в этот момент, на этом этапе, очень важно убедиться в том, что мы не стали слишком сентиментальны и эмоциональны. Yes, because also Kali Yuga is the age of hypocrisy. Потому что Кали-юга — это век лицемерия. Not only impersonalism, but also hypocrisy. Не только имперсонализма, но еще и лицемерия. Yes, and there's a strong tendency there to pretend, to make a show. Есть очень сильная тенденция притворяться и устраивать показушное шоу. Yes, just to become famous as advanced devotee. Чтобы прославиться как возвышенный преданный. Yes, so definitely these
things we are discussing, this crying out for Krishna and begging Krishna to accept us, this is very, very confidential, intimate things happening in the heart, you know? Вот те эмоции, которые мы обсуждали, это такое вызывание от всего сердца Кришны, мольба с просьбой принять нас. Все это происходит очень глубоко в сердце, и это очень сокровенно. Yes, we definitely don't want to make a show out of this. И, конечно же, мы не собираемся делать это всеобщим достоянием, устраивать из этого шоу. Yes, there's no room for some, you know, external, you know, trying to advertise myself by making a show, you know. И, конечно же, это никак не уживается с тем, чтобы попытаться сделать себе такую рекламу и привлечь к себе внимание. Yes, actually, this is the nature of love, that as soon as we talk about it, it disappears. И природа любви такова, что когда мы говорим о ней, она исчезает. Yes. The words, you know, and the external shows immediately destroy true love. Как только появляется шоу или внешняя демонстрация этого чувства, то само чувство сразу уходит. Yes, you never read verses where Radharani simply says, "Oh, I love you, you know, you don't read this, you know." Вы никогда не прочитаете таких стихов, где Радхарани говорит: "О, я люблю тебя, я люблю тебя." No. This is something very intimate, personal, confidential, secretive in the heart. You don't talk about these things so openly, you know. Это сокровенно, это очень личностно, это тот наш вот сокровенный опыт, который находится в нашем сердце, который мы никогда не выносим на люди. Yes, because actually, as we were also saying, the more we become advanced, the more we feel we actually have no love for Krishna. И также, как мы обсуждали, что чем больше мы развиваемся в духовной жизни, тем больше к нам приходит чувство того, что мы вообще ничего не знаем. Yes, that's the lamentation of all our previous acharyas. Это вот та скорбь, то, о чем сокрушались все наши предшествующие ачарьи. Yes. So, and also, even looking at Srila Prabhupada always very carefully tried to hide his spiritual emotions. И если мы посмотрим, например, Шрила Прабхупады, то мы увидим, что Шрила Прабхупада всегда очень старательно скрывал свои духовные переживания. And there was only a few incidences where Prabhupada really simply could not control his spiritual emotions. Есть буквально несколько случаев, когда эти эмоции были доступны, видимы, только потому что Шрила Прабхупада просто не мог справиться с этим. Yes, and he was actually crying or he was stunned in ecstasy. There was only very few moments like that. Когда слезы экстаза текли у него по щекам, или он застывал, охваченный чувствами, это буквально несколько раз такое было. Yes, so you can almost say this is a sign of true spiritual emotions if a person is really trying his very best to hide them and keep them confidential. И можно сказать, что критерий по-настоящему духовных переживаний в том, что человек изо всех сил пытается скрыть это в своем сердце. Yes, but as soon as a person is talking about it to others, oh, I have this experience and that emotion and this and that, always means there's some, you know, material motivation there to advertise yourself and become famous as great devotee, you know? Но как только вы видите, что человек пытается рассказать, знаешь, я вот такое почувствовал, такое вот было, то будьте уверены, что тут обязательно есть такой вот материальный мотив, это мы просто пытаемся на основе этого сделать себе рекламу как очень возвышенного Вайшнава. So the thing is, Krishna never reveals himself truly to a person who has such tendencies of wanting to become famous. И
Идея в том, что Кришна никогда не открывает себя человеку, склонному к популярности, к тому, чтобы стать прославленным, знаменитым. Yes, Krishna will not reveal himself to such a person. Кришна не откроет себя такому человеку. So that's usually when people talk about it very openly or make even a show of it, it's hypocrisy. You know? Поэтому, понимаете, да, когда человек об этом говорит слишком открыто или как-то вот так вот с этим обходится свободно, то это признак двуличия. Yes, like in Bengal you see very commonly people, you know, fake transcendental ecstasies, rolling in the ground and crying, and you know, you see it at any program, public program. В Бенгалии на каждой публичной программе вы увидите людей, которые всячески демонстрируют вам трансцендентный экстаз. Они падают, так называемый трансцендентный экстаз, они падают, катаются там по земле. There's one funny story. When Prabhupada was in Vrindavan, there was such a man coming to the temple and rolling on the ground in Krishna Balaram Mandir, in the Kirtan. Есть забавная история, как Шрила Прабхупада был в Вриндаване, и в Кришна Баларам Мандир пришел такой человек, он упал там во дворе и начал кататься. And the devotees were a little bewildered. They didn't know how to deal with the situation. You know? И преданные были смущены, они не знали, как в такой ситуации вести себя. Yeah, so they went to Prabhupada and told him. И они пошли к Шриле Прабхупаде и рассказали ему об этом. So Prabhupada gave an interesting instruction. И Шрила Прабхупада дал интересное указание. He said, "Go and kick the man in the head." Он сказал, пойдите и стукните его по голове. And if he complains, then you can be sure it's not real ecstasy. И если он начнет жаловаться, то знаете, это не был трансцендентный экстаз. But if he doesn't even notice that you kick him in the head, then it's ecstasy. А вот если он даже не заметит, что ему по голове стукнули, вот это настоящий экстаз. So of course the devotees did not do this. This was just Prabhupada's way of instructing what is ecstasy. Ну, конечно, преданные так не сделали, но это то, как Шрила Прабхупада объяснил природу экстаза. Yes, and how to view it, you know. И, соответственно, как увидеть его. Yeah, so in any case, these things we discussed yesterday, and how we should have this mood of praying and calling out, "My dear Lord, I have neglected you for so many years. Please let me serve you." These are all very deep, sincere, deep feelings in the heart. This is not some external thing we want to, you know, advertise, you know. И вот как мы вчера обсуждали, что когда мы молимся, мы взываем Господу, мой дорогой Господь, пожалуйста, так много жизней я забывал о Тебе, пожалуйста, прими меня. И вот это чувство, это очень сокровенно, это в глубине сердца находится, это не то, что мы делаем в состоянии общественности. So now we have only one day left, and of course there is so many more things to say, which we don't have time for. И как у нас уже осталась последняя сегодня встреча, и у нас есть множество всего того, что хотелось бы сказать, но что мы не сможем сказать. Yes, but I do want to discuss, I do want to qualify the relationship more. Но что я хотела бы сделать, я хотела бы больше объяснить природу взаимоотношений. Yes, yesterday we were saying chanting with the awareness of a relationship, being mindful that there is a person there. Вчера мы говорили, что воспевать нужно с пониманием того, что есть взаимоотношения, или понимая, что Кришна — это личность. So today we want to discuss chanting with the awareness of rendering service. И вот сегодня мы будем говорить о воспевании в настроении того, что я хочу предложить служение. Yes, we are qualifying the relationship more. It's relationship of servant. То есть мы еще больше уточняем термин взаимоотношения. То есть взаимоотношения означает служение. So of course there is two types of service aspects there.
И что касается служения, то тут есть два аспекта. There is chanting the holy name in the mood of service. Есть воспевание святого имени в настроении служения. While we chant the holy name, we see this as service. То есть сам процесс воспевания святого имени мы считаем, что это служение. But then there's also a service outside chanting. Но есть также служение помимо воспевания. Yeah, so both is there. Итак, есть и то, и другое. So first of all, we have to clearly understand Krishna actually cannot be understood with our material senses. Первое, что нужно понять, мы не сможем осознать, понять Кришну своими материальными чувствами. Yes, but Krishna reveals himself to us according to our mood of service. Но Кришна открывает себя настолько, насколько у нас есть желание служить. Yes, we have Bhakti-Mama Vijayanati, Yavanyasasmitavadaha. So, by devotional service only, Krishna can be understood. То есть Кришна говорит, что понять меня такой, какой есть, можно только с помощью преданного служения. Prabhupada gives this example of the sun. Шрила Прабхупада приводит пример солнца. Yes, that the sun cannot be recognized by our endeavors of shining some torchlight up there. Он говорит, что невозможно увидеть солнце, подсвечивая себе фонариком. Yes, but the sun reveals herself to us. She shines, and then we can see her. Но солнце, оно открывает себя само, оно восходит, начинает сиять, и мы можем видеть его. So sometimes she is not visible. She is behind clouds. She sets. She goes down. So by her mercy, we can see her only if she allows us. То есть мы можем видеть солнце только по его милости. Иногда солнце скрылось за горизонтом, мы не видим его. Иногда оно скрыто облаками, мы не можем видеть. Yes, so in Krishna is the same. С Кришной то же самое. There is an interesting verse in the Katha Upanishad. Есть интересный стих Катха Упанишад. The Supreme Lord is not obtained by expert explanations. Невозможно обрести Верховного Господа с помощью эрудированных объяснений. By vast intelligence, Благодаря мощному разуму. nor even by much hearing. И даже не благодаря тому, что мы много слушаем. Even though we always do emphasize the importance of hearing. Хотя, смотрите, мы так часто говорим о важности слушания. But it's not that simply by hearing automatically the Lord is attained. Но если мы будем много слушать, это не означает, что мы автоматически обретем Господа. In other words, we can't demand and expect and force Krishna to be visible to us. То есть мы не можем заставить Кришну или вынудить его, или в общем, как-то насильно заставить его появиться перед нами. He is obtained only by one whom he himself chooses. Он открывает себя только тому, кого сам выбирает. To such a person he manifests his own form. Такому человеку он открывает свой облик. So in other words, it's really up to Krishna's sweet will who he is revealing himself to. То есть, другими словами, Кришна сам лично, добровольно выбирает, кому он себя открывает. Yes. So in other words, we can't force our way into transcendental experience. Другими словами, мы не можем никак, так сказать, собственноручно ускорить наше восприятие трансцендентного. Yes, we can only endeavor as much as we can. Мы можем лишь прилагать усилия настолько, насколько мы можем. And then the second aspect is Krishna's mercy. He has to do the rest. Вот второй аспект в этом — это милость Кришны, то есть остальное он сделает сам. So in other words, Krishna is only attracted by the loving service of his devotee.
Итак, Кришна привлечен исключительно любовным служением своего преданного. So, and this is also there in chanting. И то же самое происходит и в воспевании. If we chant the holy name in that mood, Krishna, I want to serve you. We qualify the relationship more now. We actually want to serve. Если мы воспеваем святое с таким отношением, Кришна, я хочу служить тебе, то есть мы еще больше разбираем понятие взаимоотношений. Взаимоотношения означает служение. Yes, yesterday I was reading this verse. If a person chants the holy name with that mood, from this day on I am yours. И вчера вот я цитировал этот стих, Кришна говорит, что если человек воспевает святое имя с таким чувством, то Господь говорит, с этого дня я твой. Yeah, so Krishna immediately becomes purchased by such a devotee. Кришна сразу становится как бы покупается, что ли, за вот такое чувство преданного. Yeah, so what attracts Krishna the most is our sincere endeavor. Итак, что же больше всего привлекает Кришну? Это наши искренние усилия. That sincere endeavor in any service, and definitely also in chanting, this is really what attracts Krishna. Искренние усилия в любом служении, и в особенности в воспевании, это то, что привлекает Кришну. Yeah, so Ramaswamy always says, chanting the holy name plus service attitude. These are the two components which really help a devotee to make progress very swiftly. И Рагхунат Махарадж часто говорит, что воспевание святого имени и настроение служения – это два компонента, которые обеспечивают быстрый духовный прогресс преданного. Yes, also in Act of Devotion, Prabhupada is explaining this, that actually our realization of Krishna being there in the holy name is dependent on our mood of service. И Шрила Прабхупада в Нектаре преданности говорит, что сможем ли мы понять присутствие Кришны в святом имени или нет, зависит от нашего настроения служения. Yes, that's why it is so important that a devotee is trained in serving, in cultivating this mood of service. И именно поэтому так важно, чтобы преданный был обучен в настроении служения и совершал это служение. And according to how a person develops the mood of service, he will gain realization about Krishna being there in the holy name. И вот насколько человек преуспел в этом настроении служения, настолько он сможет понять присутствие Господа в святом имени. Yes, because as I mentioned, I think in the beginning, realizations come from Krishna. Потому что, как я говорил, я думаю, это было в самом начале, что наш опыт понимания приходит от Кришны. He reveals them in the heart. Он открывает нам это все. Realizations don't come simply by studies. Опыт понимания не приходит только лишь благодаря изучению. So the realizations of actually experiencing Krishna in the holy name is dependent on our mood of service. Итак, станет ли нам доступно понимание того, что Кришна находится в святом имени или нет? Это зависит от нашего настроения служения. In other words, we can chant again for many lifetimes, but if we don't cultivate that mood of service, we will not get any realizations how Krishna is actually present in the holy name. В противном же случае мы можем, не имея вот этого настроения, желания служить, мы можем воспевать множество жизней, но так и не поймем, что Господь присутствует в своем святом имени. Yes. So therefore, this cultivation of the service mood in general, outside chanting and within chanting, is of the greatest importance to actually get some realization how Krishna is present. Поэтому для того, чтобы понять, как Господь присутствует в святом имени, очень важно служить как во время воспевания, воспевать святое имя, так и в остальное время. So this is why we always stress so much the importance of serving. Вот, поэтому мы так часто подчеркиваем важность служения. Because Krishna is attracted by that.
Потому что это то, что привлекает Кришну. And as a reciprocation, he reveals himself more to us. И отвечая на это чувство, он открывает себя для нас все больше и больше. Especially how he is present in the holy name. И в особенности он открывает то, как он находится в святом. So therefore, service, mood, and chanting, they are very closely related, and they depend on each other. Поэтому воспевание и желание служить, они очень тесно связаны друг с другом и не зависят друг от друга. So basically we can say yes, this as we said, the Maha Mantra, the holy name, is like this jewel in the treasury box. Мы приводили такой пример, что святое имя подобно драгоценности, закрытой в сундучке. Yes, and the secret how to get access to that is through our mood of service, through our seva bhav. И вот секрет того, как открыть эту шкатулку с драгоценностями, в том, чтобы обладать настроением служения, seva bhava. Yes, that we chant the holy name with that longing of wanting to serve. Когда мы воспеваем святое имя с охваченным желанием служить. Yes, so simply to know there is a relationship is not quite enough. То есть просто знать, что между мной и Богом есть взаимоотношения, этого недостаточно. Yes, so it is the relationship of service. Это отношение, основанное на служении. Yes. So and of course, as we all know, to serve Krishna means to serve his devotees. И, конечно, как мы знаем, служить Кришне означает служить Его преданным. Yes. To get Krishna's mercy, we need Guru's mercy. И чтобы получить милость Кришны, нам нужно получить милость Гуру. And to get Guru's mercy, we have to serve the Vaishnavas and please them. А чтобы получить милость Гуру, мы должны служить Вайшнавам и удовлетворить их этим служением. So basically, this whole mood of service has to be established right. We have to start at the very bottom, serving the devotees. Поэтому, в общем-то, само настроение служения должно быть установлено с самого начала, то есть это означает непосредственно в обществе преданных, которые нас окружают. Yes, just to make sure we can't cheat. Это для того, чтобы убедиться в том, что мы не обманываем. Yes, that we say, yes, I have this loving relationship with Krishna, he's there in my heart. Oh, it's all so fantastic. But then we are not doing any service, you know. Чтобы не было так, что «О, я люблю Кришну, и это чувство, оно переполняет мое сердце, оно настолько удивительное, но служить я не хочу». Yes. So this is sahajiaism, you know. Вот это и есть сахаджиизм. Yes, trying to artificially be on a very high level, but it is false. It is based on pretending. Попытаться искусственно представить себя находящимся на очень высоком уровне, но это не настоящее. Yeah, so this is a very strong tendency in Kali Yuga. Кали-югу это склонность на очень сильную. Yes, that we want something very high, but we don't want to pay the price. Что мы хотим чего-то очень возвышенного, но цену платить за это. Yes, and we are willing to cheat ourselves and others. И тогда мы постараемся обмануть себя и других. Yeah, so in other words, to love means to serve. Поэтому любить означает служить. That's why Prabhupada translated bhakti as devotional service. Именно поэтому Шрила Прабхупада перевел бхакти как преданное служение. Like other spiritual groups, they translate bhakti as divine love. В то время как другие духовные организации переводят бхакти как духовная любовь. Yes, and that very easily can be misused in some sahajiya way. И это очень легко можно истолковать в духе сахаджи. Yes, that we only talk about divine love and I've got the divine love in my heart and all this. Да, мы все говорим о божественной любви, о божественной любовь проснулась в моем сердце. Yes, but Prabhupada translated it as devotional service, very down to earth and practical, Но Шрила Прабхупада
перевел это как преданное служение, очень конкретно и очень так практично. Yes, because that's what love means. Love means to be ready to sacrifice anything in service for the pleasure of the beloved. Потому что это и означает любовь. Любовь означает, что мы жертвуем все, что угодно, чем угодно жертвуем ради возлюбленного. So our love directly manifests in how eager we are to serve. Поэтому наша любовь непосредственно напрямую проявляется в том, насколько мы хотим служить. And like one characteristic of a neophyte devotee, a Kanishta Adhikari, he only sees him and Krishna, himself and the deity, or himself and Guru. И поэтому одно из определений, конечно, Адхикари или начинающего преданного в том, что он видит только я и Кришна, или я и Гуру, все, больше никого нет. Yes, me and the deity. Я и божество. So this is very neophyte vision, you know? И это самое такое незрелое начальное понимание. Yes, but actually true service manifests towards the devotees. Но в действительности настоящее служение проявляется в обществе преданных. Yes, because the devotees are very dear to Krishna. Потому что преданные очень дороги Кришне. And if we serve them, Krishna becomes more pleased than trying to serve him directly. И если мы служим преданным, то Кришна будет намного больше удовлетворен, чем если мы попытаемся служить ему лично. Yeah, so in that way, our service mood, which is so important in order to get real access to the holy name, has to be directly manifest and established towards the devotees. Поэтому вот это желание служить, настроение служения, которое так важно в воспевании Святого Имени, необходимо в первую очередь применить, проявить в обществе окружающих нас преданных. But then, as I mentioned, there is also that aspect of service there towards the holy name, when we chant. Но также, как я говорил, есть еще один аспект служения, это служение Святому Имени, то есть в тот момент, когда мы непосредственно воспеваем. That we have to chant the holy name in kirtan as well as japa in the mood of service. Это означает, что мы должны воспевать Святое Имя как в киртане, так и в джапе, в настроении служения. Not in the mood of wanting to enjoy it. А не в настроении понаслаждаться. Yes. This can be there in a subtle way in japa. We were touching on it already, that we are expecting something for ourselves, some material benefit, or some peace of mind and some divine light experience or whatever, you know. Мы уже немножко затрагивали эту тему, что это может очень так тонко проявляться в нашей джапе, например, когда мы воспеваем, и мы хотим что-то в ответ, взамен того воспевания, мы ожидаем умиротворения или какого-то чувства, или божественного света. Yeah, sometimes our attitude to chanting can be very ritualistic, you know, almost like some karma kanda activity. Okay, I'm chanting and I hope I will have some, you know, happy family life in return or a nice job or something, you know. Или другой пример, что наше воспевание, оно может становиться очень таким ритуалистичным, напоминающим кармические обряды, какие-то ритуалы. Например, я вот хорошо, внимательно повторяю джапу, да, а, пожалуйста, мне в обмен счастливую семейную жизнь или хорошую работу. Yes, or even in this part of the world, it's a very common thing to chant one round for somebody else, you know? Или как вот очень распространено в этой части мира, это читать круг за кого-то. Yes, I don't know. It's a little ritualistic, you know? I perform, okay, I chant one round and then he gets the benefit, you know? То есть I don't know. приносит такой вот ритуалистичный обрядовый характер. То есть я вот читаю круг, да, а он получает результат. Yes, yes, sometimes the devotees come and ask me about it, you know. Is it okay to chant one round for, you know, my mother who, you know, who is sick or something, and then she will get healthy again, you know? Часто преданные подходят ко мне и спрашивают, а можно я буду вот за маму читать круг, она вот сейчас болеет,
я буду за нее читать круг жаба, и она выздоровеет. Yes. So, you know, this is not the right, this is not what chanting is meant for, you know. Воспевание предназначено не для этого. Of course, we can simply pray to Krishna that yes, please, you know, give my mother so much faith in you that she can deal with any situation without being disturbed. This would be a good prayer, you know. Хотя, с другой стороны, вот мы можем сделать так. Мы можем молиться, мой дорогой Господь, пожалуйста, дай моей маме достаточно сил, чтобы она смогла, недостаточно веры, чтобы она смогла в этой ситуации увидеть тебя и более серьезно отнестись к тебе. Yeah, so nothing wrong with praying for other devotees like that, to strengthen their faith or something, you know. То есть нет ничего дурного в таких вот молитвах за преданных, чтобы их вера усилилась. Yes, but there is a difference to such ritualistic attitude of chanting 5 rounds for the benefit of somebody, you know. It's different. Or even at Kartik time, Damodarastika, offering the lamp, people also often do this. You know, I offer it for my friend, and then she gets the benefit. You know. Разница в том, что мы имеем такое желание получить что-то взамен. То есть мы делаем что-то, воспеваем, чтобы кто-то получил благо. Или во время картики, например, я предлагаю лампадку за моего друга, чтобы он получил благо. Yes, but no, these things are meant to develop our relationship with the Lord, you know, not that we get something back and somebody else can do it for us while we sit and watch TV or something, you know. То есть предназначение вот всех этих элементов практики в том, чтобы развить свои отношения с Кришной, а не в том, чтобы сделать что-то и получить за это результат. Например, я сижу дома, смотрю телевизор, да, а за меня там кто-то наяривает. So, you know, we can't avoid making the effort ourselves, you know, to develop the relationship. Nobody else can do it for us. В том, чтобы развивать свои взаимоотношения, мы не сможем избежать нашего личного участия. Никто за нас это не сделает. Yes. So, but what I really want to tell at the end of our session today is, I would like to relate a little story from the Shastra which illustrates what can happen if we don't chant the holy name in Kirtan in a mood of service. И в завершение этой нашей сегодняшней встречи я хочу рассказать вам историю, которая рассказывает, что может произойти с нами, если мы воспеваем Святое Имя не в настроении служить. Yes, that we have in the Bhagavatam the nice story with Narada Muni, who was Upavarana in a previous life. В Бхагаватам есть замечательная история про Нарада Муни, который в своей предшествующей жизни назывался Упаварана. So Upavarana, he was a Gandharva. He was a very beautiful singer, and he had an extremely attractive body. Упаварана был Гандхарвом, это означает, что он очень красиво пел и обладал очень привлекательной внешностью. Yes. So in one day there was a Harinam Sankirtan festival in the upper planetary systems. И однажды на высших планетных системах проходил праздник фестиваля Харинама Санкиртана. A Bhakti Sangam festival. Фестиваль Бхакти Санга. So it's nothing new. They have been going on eternally, these Bhakti Sangam festivals. То есть нет ничего нового. Эти фестивали Бхакти Сангама, они давно уже проходят по всей вселенной. Yeah, so in Upavarana, he was also invited there to chant the holy name. You know? И этот Упаварана также был приглашен на фестиваль воспевать Святое Имя Господа. So, and he was singing, but he made some little offense. И он воспевал, но при этом совершил небольшое оскорбление. Yes, he was singing with that motive of wanting to attract the beautiful ladies. Он пел, но в этом его пении сквозило желание привлечь прекрасных женщин к себе. Yes, so this is not such an uncommon thing, you know. Ну, вы знаете, это не такая уж и редкая вещь. Yes, that good singers want to be attractive. Хорошие певцы им нравятся быть такими привлекательными. Yes, it's a very common trap, disease.
Такая ловушка часто встречается. Yeah, so even Upavarana had that disease, you know. Даже у Павараны была такая болезнь. So he was entering this Harinam Sankirtan festival in that mood of wanting to show off in front of the ladies. И вот он принял участие в этом празднике Харинама Санкиртана с таким желанием привлечь к себе внимание женщин. And not only that, but he also chanted some other songs which were not really glorifying Krishna, but rather himself. You know. И более того, он даже пел песни, которые не прославляли Кришну, а больше прославляли его самого. Yes, or, you know, he was singing some other heavenly songs, you know. Пел какие-то там свои райские песни. Yeah, so and as a result of that, he was cursed. И вот как результатом этого было то, что его прокляли. Yes, I can't quite remember who cursed him, but somebody cursed him. You better take birth as a Sudra, devoid of any opulence. Не помню кто, но кто-то проклял его, сказал: да родишься ты шудрой, лишенным всяких добродетелей и богатств. Yes, because you have so much opulence, but you don't know how to use it in the Lord's service, so you better have one birth without any opulence. У тебя столько преимуществ, столько богатств, каких качеств хороших, но ты не знаешь, как этим пользоваться. Поэтому родишься шудрой, у которого вообще не будет никаких хороших качеств и богатств. Yeah, so and of course when he got cursed like that, he came to his senses and he felt ashamed. И, конечно же, когда его прокляли, он очнулся и ему стало стыдно. And he did develop some humility. И он смог развить в себе какое-то смирение. But nevertheless, in the next life, he took his birth as a son of a maidservant. Но в следующей жизни он таки родился сыном служанки. Yes, but nevertheless, he also received blessings and mercy in that lifetime. Yeah. Но так или иначе, в той жизни ему удалось получить и милость, и благословение. Because during the raining season, some sadhus took shelter in his mother's house. Потому что на время сезона дождей в доме его матери остановились мудрецы. And Narada Muni was serving them. He took their remnants and he heard their discussions. И Нарада Муни служил им, он принял остатки их пищи и слушал их беседы. So and then later on, after these sages left his mother's house, his mother actually died from a snake bite. И вскоре после того, как мудрецы покинули дом его матери, мать умерла от укуса змеи. So Narada Muni was only a young boy at that time, but he turned that suffering into an opportunity. И Нарада Муни в то время был вообще маленьким мальчиком, но вот это горе, эти страдания он преобразовал в возможности. Yeah, so he left home, he went to the forest, he meditated on the Lord within his heart as he had learned from the sages. Он ушел из дома, он отправился в лес и медитировал на Господа в сердце, как рассказывали в беседах эти великие мудрецы. Yes, it's almost a little similar to the story with Dhruva Maharaj, you know. Это очень похоже на историю с Dhruva Maharaja. So, and the Lord was so attracted due to his sincere effort and devotion. И Господь был настолько привлечен его искренними усилиями и преданностью, That the Lord appeared on the lotus of his heart. He got darshan of the Lord. что Господь явил себя стоящим на лотосе его сердца, как он обрел даршан Господа. Yes, but then very quickly the Lord disappeared again. Но буквально в следующее мгновение Господь исчез. And from that moment on, Narada Muni, he developed this longing. When will I again see Krishna? И вот Where is he? с этого момента Нарада Муни обрел очень страстное желание, когда же я увижу Господа, где он. Yeah, so the fact that Krishna disappeared so quickly again, this increased Narada Muni's longing and hankering. То, что Господь так быстро исчез из поля его зрения, лишь усилило его сильное стремление к Господу. And exactly this longing and hankering, this is for Krishna, this is what drives Maya away. И в действительности вот это сильное стремление, желание увидеть Кришну, это то, что
изгоняет Майю прочь. Yeah, so and then Narada Muni, expressed his longing and hankering for Krishna by traveling around singing with his veena and engaging in this kirtan of longing. И это сильное стремление Нарада Муни к Господу, оно проявляется в том, что он путешествует повсюду, воспевая на своей вине, он поет песни, проникнутые звуком и желанием увидеть Господа. So then at the end of that lifetime he received his transcendental body as Narada Muni. И поэтому в конце этой жизни он обрел трансцендентное тело Нарада Муни. So in any case, this is a nice story to illustrate that, actually to enter the kirtan is really a very great responsibility. И вот эта история, она очень ярко иллюстрирует, что принимать участие в киртане – это большая ответственность. Yes, if we have the wrong motivation, like Upavarana had, who just wanted to attract the young ladies. Если у нас неправильная мотивация, как было у Пабарана, он просто хотел привлечь внимание молодых девушек. Yes, we might also get some reaction for this. Если мы так делаем, то последствия тоже за это можем получить. Yeah, so very important. The holy name has to be chanted purely. Поэтому очень важно, чтобы святое имя воспевалось чисто. Yes, if the holy name is chanted with a strong material motivation, either for money or followers, contaminates the kirtan. Если святое имя воспевается с какой-то сильной материальной мотивацией, жаждой получить деньги или обрести последователей, это оскверняет весь киртан. Yes, that's why Prabhupada always said we should not invite these professional kirtaniers, like in Bengal, you have these very expert kirtaniers, but all they are seeking for is money. That's all they want. Как Шрила Прабхупада очень часто предупреждал, говорил, что мы не должны приглашать к себе профессиональных киртаниев. То есть в Бенгалии есть такие люди, которые профессионально исполняют киртаны и очень красиво поют, но они хотят денег. Yes, and Prabhupada was saying they're actually not chanting the holy name, they're chanting money, money, money. И поэтому Шрила Прабхупада говорит, они поют не святое имя, они поют деньги, деньги, деньги. Yes, just in the packaging of the holy name. Но просто внешне упаковано в форму святого имени. Yes, or the same principle is there with professional Bhagavatam reciters who are doing these 7-day Bhagavatam Shabdas, this Bhagavatam week, but all they want is money, donations. И то же самое касается вот этих профессиональных чтецов Бхагаватам, которые устраивают недельное слушание Бхагаватам, и они читают это Бхагавата-саптаму, что они хотят денег. Yes, and Prabhupada says, or not only Prabhupada, but the scripture says, that this is like milk touched by the poisonous teeth of a serpent snake. Шрила Прабхупада, повторяя Писание, говорит, что такое воспевание подобно молоку, которого коснулись уста, ядовитые уста змеи. Yes, of course, the milk is pure, it's milk. Конечно же, молоко, оно чистое, ведь это молоко. And the same way like the holy name is in itself pure. It's the holy name, no different from Krishna. Так и святое имя, оно само по себе чистое, оно не отлично от Кришны. Yes, but if it is pronounced with material motives, it's like touched with a poisonous snake teeth. Но если его воспевают с материальными мотивами, то оно становится подобно молоку, которого коснулись ядовитые зубы змеи. Yes, and then it is contaminated. И вот тогда оно становится оскверненным. Yes, and that is the capsule, the medicine capsule with the poison in it. Вот эта капсула с лекарством, но вместо лекарства там яд. Yes, we were saying there's 3 different kinds of capsules one can have. Мы обсуждали, что у нас могут быть 3 разных капсулы. Yes, the empty capsule where there's no medicine inside. Например, просто пустая капсула, в которой нет лекарства внутри. That's when we chant the holy name without even being aware and mindful of the personality there with whom we want to connect. В этом случае мы будем воспевать святое имя, вообще не сознавая того, что за святым именем стоит личность, с которой нам нужно установить отношения. That's like the chanting of the Mayavadis, or when we chant it, we
completely leave Krishna as a person out of the picture. Так воспевают в Майваде, и мы тоже так воспеваем, если в нашем воспевании не присутствует Кришна как личность, если он остается за кадром. Or then the capsule with actual medicine inside is when we chant with the right quality of feeling, turning towards that personality and longing to connect with him. Или второй вариант — это капсула с лекарством. Это означает, что мы воспеваем с правильным отношением, то есть мы знаем, что Кришна — это личность, и мы прилагаем усилия, чтобы установить отношения с ним. Or then the third capsule is the capsule with poison inside. From outside it looks exactly like the medicine capsule. И третий вариант — это капсула, которая внешне выглядит как капсула с лекарством, но внутри яд. Yes, and that's when we chant the holy name with a strong material motivation, where we are actually not interested in chanting the holy name and learning how to chant the holy name, but we simply use the holy name for material gain. Это когда мы воспеваем святое имя, но при этом у нас есть очень сильная материальная мотивация, и нам нет дела до Кришны, до его имен, мы просто хотим занять это в наших личных интересах. Yes, so now time is running. One thing I want to just briefly mention, because I feel our whole discussion is not complete unless I do just at least touch on it in 5 minutes. И еще одна вещь, которую я хотела бы упомянуть. Я думаю, что просто если об этом не сказать, то все наше обсуждение будет не закончено. Я буквально в течение 5 минут расскажу об этом. So we were making this point that it is of such a great importance, this mood of service, this seva bhav, how we chant the holy name, right? We were making this point that it is of extreme importance how we chant the mood, how we chant the holy name, the seva bhav. Мы подчеркиваем о том, как важно воспевать святое имя в настроении севабхавы, настроении служить. Yes, that Krishna reveals himself according to that, right? То есть мы говорим о том, что Кришна открывает себя в соответствии с этим устремлением. So now the question is, where do we get this from, this seva bhav, how to chant the holy name? И тогда появляется вопрос, откуда же взять эту севабхаву, с которой нужно воспевать святое имя? So the answer is, we are getting it from Guru or Sadhu. И ответ такой, что мы получаем это настроение от гуру и саду. So this is a very interesting point, that attachment for something or somebody is found in the heart of a person. Это очень интересный момент, что привязанность к кому-то или чему-то находится в сердце человека. Only that's the source where we can get this attachment from somebody who is carrying it in his heart. То есть привязанность к кому-то или чему-то можно найти в сердце того, кто привязан к этому чему-то или кому-то. We cannot get it directly from the object of our attachment. То есть привязанность невозможно найти непосредственно в объекте, к которому мы хотим привязаться. Yeah, you understand? Понятно? This is there in positive terms as well as in negative terms. И вот этот принцип, он может работать как в негативную сторону, так и в позитивную. That's why we usually say it's more contaminating to associate with a person who is attached to sex life than associating with the opposite sex. Поэтому мы говорим, что опаснее общаться с человеком, который привязан к сексу, чем непосредственно общаться с противоположным полом. Yes, because the negative attachment to sense enjoyment you don't get directly from the object of enjoyment, but from a person who carries it in their heart. Потому что привязанность такая к такому наслаждению, да, она проистекает не из объекта, а из того, кто привязан к этому объекту. And the same is also there in positive terms. И также это работает и в позитивную сторону. So attachment to the holy name you cannot get directly from the holy name. То есть, например,
например, привязанность к святому имени вы не сможете взять непосредственно в святом имени. You have to get it from somebody who carries it in his heart. Ее нужно найти у того, кто несет ее в своем сердце. Attachment to Prabhupada, you have to get from somebody who carries it in his heart. Привязанность к Прабхупаде нужно взять у того, кто несет эту привязанность в своем сердце. Attachment to Srimad Bhagavatam, you have to get it from somebody who carries it in his heart. Привязанность к Шримад Бхагаватам можно взять у того, кто привязан к Шримад Бхагаватам. And this is actually what is happening when we have sadhu sangha. И вот именно это и происходит, когда у нас есть садху санга. It's almost a mysterious process. Это почти мистический процесс. That the attachment from the sadhu's heart, if we are eagerly desiring, it affects our heart. Что вот эта привязанность при условии нашего сильного желания, она переходит из сердца садху в наше сердце. It goes from heart to heart. То есть она переходит из сердца в сердце. And one moment is enough. И в какой-то момент этого становится достаточно. That's why it says, sadhu sangha sava shasukoi, lava matra sadhu sangha sava siddhiho. Lava matra, one moment is enough. Поэтому говорится, что достаточно даже одного мгновения общения. For many years I was puzzled about this. I was thinking, how is it that one moment is enough? Долгие годы я находилась в смятении, думала, ну как это мгновение общения достаточно? Yes, because we seem to get so much sadhu sangha, but it never seems to have that effect, you know. Потому что у нас есть так много садху санги, но что-то результата не наблюдается. Yes, so we can understand it like the coloring process of cloth. И вот это можно сравнить с тем, как окрашивают ткань. When we have some white cloth or white dhoti and we want to dye it saffron. Как, например, у нас есть белая дхоти, и мы хотим покрасить его в шафран. We dip it into the color and then it's saffron. Мы опускаем ее в краску, достаем, оно уже шафрановое. So in sadhu sangha we are basically coloring our heart with the same color that the sadhu's heart is colored in. И вот в процессе садху санги мы окрашиваем свое сердце в такой же цвет, который окрашено сердце садху. And one moment can be enough for that. И для этого может хватить мгновение. Like when you sprinkle some saffron color on your dhoti, it's colored. That's it. Иногда что-то Or брызнуло на on наше, your white sari, some saffron color. как на ваше белое сари, брызнет шафрановая краска, и все, уже осталось. One moment is enough for the coloring process. You know? Иногда, чтобы покраситься, хватит и секунд. So now it depends on our eagerness whether the color sticks or not. И теперь останется ли эта краска, не вылинет ли она, зависит от нашего желания. Our eagerness and also our purity. Наше сильное желание и чистота. If we are very eager and some purity is there, then the coloring is in the same color and it sticks. Если мы чисты и есть сильное желание, то цвет сразу переходит, и он остается точно таким же, не теряет. Perfect example is Prabhupada. И идеальный совершенно пример это Прабхупада. He had so little association with his spiritual master. У него он так мало общался со своим духовным учителем. First meeting, color stuck. Но хватило одного контакта, чтобы окраситься. Yes, but then if we are not so eager and not so pure, then the color is not the same. It's more browny, darky, funny color, and not the bright saffron. Но если не хватает чистоты, то цвет уже будет не тот. Будет не яркий, красивый шафран. And it quickly washes out, you know, like cloth from India loses color very quickly, you know. Да, и этот цвет быстро вылинет, как одежда, купленная в Индии. Вы стираете, краска сходит. Yes, but it's a very interesting thing to understand. You know, this is why we feel so surcharged when we come to such festival.
Но вот это очень важный принцип, который нужно понять. Именно благодаря этому мы чувствуем себя сейчас на фестивале настолько заряженными. Yes, and we can actually feel, we can perceive such nice feeling in the heart area. И где-то в области сердца мы с вами можем чувствовать такое очень приятное ощущение. Yes, because we were dyeing our heart in that same color that the sadhus have. Потому что сейчас мы с вами окрасили свои сердца в тот же цвет, что и сердца садху. And for some time that remains, И на какое-то время так оно и будет. And then after a while the color fades away a little bit and we have to refresh the color by getting again some sadhusanga. Но потом цвет начнет потихонечку уходить, теряться, и это означает, что мы должны опять подкрашивать его, стремясь к садхусанге. Yes, and in one sense we can say this is even one aspect there of receiving Harinam initiation. И можно сказать, что в этом также один из аспектов получения первого посвящения, Харинама посвящения. Yes, Guru is initiating us into the chanting of the holy name. Гуру посвящает нас в воспевание святого имени. So he chants on our beads and he gives us the beads. Он воспевает на наших четках и потом дает их нам. So why is this there? Почему так происходит? I mean, you can just go and buy your own beads there, or can get anybody to chant on them, or what's the whole meaning of this? То есть вы же могли бы пойти просто купить четки на рынке и самому начинать читать, или кого-то другого попросить почитать. Yes. So the deeper meaning is that actually you're supposed to chant the holy name with the same seva bhav as your spiritual master has. То есть суть в том, что мы должны воспевать святое имя с таким же настроением служения Севабхавой, что и духовный учитель. Yes, and if you chant in that mood, then Krishna will reveal himself to you. И если вы воспеваете в том же настроении, то Кришна откроет себя. Yes, so that's the deeper meaning of this initiation. Вот в этом глубинное понимание посвящения. Yes, that we are meant to meditate on the mood of our spiritual master, how he serves and how he chants and how he is so dedicated to Prabhupada. Мы должны воспевать святое имя с медитацией на то, как воспевает мой духовный учитель, как он служит, насколько он предан миссии Шрилы Прабхупады. Because that's exactly what we need in order to Krishna being attracted to us and reveal himself to us. Ведь именно такое настроение надо для того, чтобы Кришна привлекся к нам и открыл себя нам. Yes, because that's how we get deeper realizations. Именно так мы получаем глубокое понимание. Yes, this seva bhava is so important for that. Поэтому для этого seva bhava очень важна. Yeah, so I simply wanted to share this because I feel this whole discussion about the holy name is not complete unless we at least very briefly mention this. Это то, что я хотела сказать, потому что чувствовала, что наше обсуждение на тему святого имени не будет полным, законченным, если мы хотя бы вкратце не упомянем об этом. Yes, and just to finish off, I'm trying to jam as much in as I can. I want to share one nice last little thing with you. И чтобы закончить уже в завершение, я пытаюсь максимально выжать из моего времени, если что возможно, одну интересную вещь. One last verse which really summarizes this whole topic of bringing the holy name to the level of the heart. Замечательный стих, в котором обобщается вот эта тема, как подняться на воспевание на уровне сердца. Yes, this is from Krishna Kathamrita Bindu. Это из Кришна Катхамрита Бинду. It's a nice comparison that the heart is compared to a pot. Это замечательная аналогия, в которой сердце сравнивается с горшком. And it must be made of certain ingredients in order to be able to receive the holy name. И чтобы принять, удержать святое имя, этот горшок, он должен быть изготовлен из особых материалов. So it says the pot of the heart
must be made of these four constituents. Итак, там говорится, что сосуд сердца должен быть изготовлен из следующих 4 компонентов. Humility, Смирение, tolerance, терпение, respect, уважение and pridelessness. и отсутствие гордости. Mahaprabhu is the giver and you are the receiver. Махапрабху – это тот, кто дает, а вы получаете. But if your path is not made up of these constituents, how can you receive? Но если ваше сердце не сделано из этих компонентов, то как же вы сможете получить? Yes. Very nice image, right? Очень интересный образ, да, возникает. Yes, that the pot of the heart has to be made from these four qualities. Сосуд сердца должен быть изготовлен из этих 4 компонентов. Otherwise we simply can't receive Mahaprabhu's gift, which he is giving in form of the holy name. Иначе мы просто не можем поместить туда этот дар святого имени, который дает Махапрабху. Yes, if our heart is not made from these four qualities, then it is like some durchschlag, Если наше сердце не сделано из этих 4 компонентов, оно напоминает дуршлаг, with so many holes in it. в котором куча дырок. And whatever Mahaprabhu tries to give is simply running through. You can't catch anything. И что бы Махапрабху не пожелал нам дать, оно все вытекает через дырки, ничего не остается. Yes, so in order to really get the mercy of the holy name, we have to repair our heart. И вот поэтому, чтобы получить милость святого имени, нам нужно вылечить, исправить, починить свое сердце. Yes, and we have to regularly color it with the same color which the sadhu's heart is colored in. И поэтому также мы должны окрашивать свое сердце, регулярно окрашивать его в те цвета, что и сердце саду. And if we chant the holy name with their service mood, with their seva bhav, then we will become successful. И если мы будем воспевать святое имя с тем же желанием служить, с той же свабхавой, что есть у них, вот тогда мы достигнем успеха. So of course, as I said, there's so much more to be said. Ну, как я говорила, сказать можно, конечно, намного больше. Anyway, I'm simply hoping that I was able to offer some little service to you by giving you some little insight into the secret of chanting the holy name. Но так или иначе, я надеюсь на то, что я хоть как-то смогла послужить вам, приоткрыв такие вот, дав такое видение секрета воспевания святого имени. Yes, and as I mentioned already before, I am very dedicated to the idea of arranging these holy name retreats. И как я уже раньше упоминала, я с большим желанием я посвящаю себе вот этой идее устройства ретритов святого имени. Yeah, so I had a little meeting yesterday with Taran Krishna Prabhu from Dnipropetrovsk, and we fixed a date already. И вчера у меня была встреча с Тараном Кришном Прабhu из Днепропетровска, и уже известна дата. So it will be in June 22nd, 23rd, 24th, and 25th. We take one day more to it. То есть это произойдет все в июне следующего года, с 22 по 25. Yes. And there will be other retreats too, one in Moldova, one in Kharkov. So if you're interested to participate in a retreat, you can contact either the Kharkov devotees or Taran Krishna Prabhu in Dnipropetrovsk, and they will be able to tell you further details, how to register, everything. Если вы хотите принять участие в этом ретрите, также будут еще ретриты в Харькове, в Днепропетровске и в Молдове. Но что касается вот этого Днепропетровского ретрита, вы можете связаться либо с Тараном Кришной Прабhu или с харьковскими преданными, и вам все расскажут по поводу регистрации там, и так далее. Yes, and as I mentioned, I am so convinced of the importance of these retreats that I am not charging. I want to make it available for anybody.
И как я уже говорила, что я настолько убеждена в полезности этих ретритов, что мы не просим никаких денег, то есть я оплачиваю это сама. Yes, of course, donations are always welcome. Конечно, если вы хотите пожертвовать, пожалуйста. And of course, actually, I have to tell you frankly, whenever people give me donations, it's not that I'm happy about the money, but I see it as a reciprocation, you know, that people value what I'm trying to offer, you know. Я вам скажу честно, что когда люди дают мне деньги, пожертвования, я радуюсь. Но радуюсь не деньгам, а радуюсь тому, что люди оценили то, что я дал им. Yes, because we are all attached to money. Money means possibilities for enjoyment. Мы все привязаны к деньгам, потому что деньги означают возможность наслаждаться. So if a devotee gives in charity, it means he is willing to sacrifice some possibilities for enjoyment. That's what it means. И поэтому, если преданный дает какие-то пожертвования, это означает, что он готов пожертвовать какими-то своими перспективными наслаждениями. So it means he values. Otherwise he wouldn't do it, you know? Другими словами, ему действительно было очень полезно, а иначе он бы не пожертвовал, не отказался от этих интересов своих. Yes. So we've got only 10 more minutes, and I want to give you a little bit of dust from the Bhajan Kutir of Mukunda Datta and Vasudev Datta in Bangladesh. У нас осталось 10 минут, и я хотел бы вам сейчас предложить песочек. Это песок из Баджан Кутира, где воспевали Мукунда Датта и Васудев Датта. So what we can do is we simply ask Vichakshana Prabhu to lead a little kirtan, because this will take a while until I distribute the dust. So somebody, you can lead some kirtan and I'll give you a little bit of dust. You can either keep it in a piece of paper or put it on your head or eat it or whatever you like. Что мы сейчас сделаем? Мы будем петь небольшой киртан, вы будете подходить и получать этот песочек. Ну а дальше по усмотрению можете посыпать им в голову, можете съесть, можете все, что хотите. Harinam Sankirtan ki Harinam Prabhu ki Srila Prabhupada ki Bhakti Sangha Festival ki Матаджи Деваки ki Please come quickly.